Дорогие друзья, доброе утро. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, режиссеры прямого эфира сегодня Мария Новгородова и Екатерина Голикова. Мы работаем для вас на волне республиканского радио и телевидения, волна 107.1 и канал НВК «Саха». Авансом спасибо за ваше внимание. Телефоны прямого эфира для телезрителей вы увидите на своих экранах, а для радиослушателей я назову 320066 и 321166. И представлю сегодняшних гостей в нашей студии. Рядом со мной находится организатор психологического детского подросткового центра города Якутска и по совместительству моя соведущая Антонина Титова-Тирютина. Антонина Степановна, здравствуйте. Доброе утро, спасибо большое. Даже сегодня больше я соведущая, вы будете рулить эфиром. И наша гостья, первая гостья, вообще у нас в этом часе будет 3 гостя. Первая гостья – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД России Якутская, майор полиции Дария Яковлева. Дария Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Тема нашего эфира называется «Безопасный интернет». Тема актуальная, потому что завтра как раз-таки Всемирный день безопасного интернета. И я, готовясь к эфиру, посмотрела в интернете же, какие опасности может таить интернет для всех нас, кто им пользуется. Но, конечно же, самое неприятное явление – это киберунижение, когда в интернете, в соцсетях мы можем прочитать какие-то оскорбления в свой адрес или какую-то информацию о нас или о наших близких, которая может задевать честь и достоинство. Также некоторые моменты у меня вызвали небольшой такой диссонанс. Например, не встречаться с теми людьми, с которыми ты познакомился в интернете. Но это, мне кажется, как-то категорично очень звучит, потому что сейчас очень часто мы знакомимся в интернете. И мне кажется, здесь, если посмотреть внимательно аккаунт человека, если видеть, что он достаточно открыт, и как-то какие-то данные его есть, да, и не знаю, это может быть общие знакомые, то почему бы не встретиться? Но на самом деле встречаться можно, единственное, соблюдая определенные правила. Если это касается детей, то, конечно, рекомендуется, чтобы просто ребенка предупредить о том, что человек, который вам назначил встречу, может, совершенно не является голубоглазым блондином, как на аватарке, например, где-то, да, и встречаться с этим человеком в людном месте где-то, то есть соблюдая определенные правила, почему нет? Потом еще был, один пункт, опасность, да, то, что не употреблять, быть дружелюбно настроенным, когда ты общаешься в интернете. Но опять же, я допустим, пролистываю в ленте, да, у себя в различных соцсетях аккаунты публичных людей, и я вижу, что многие люди пишут им очень нелицеприятные вещи, и мне кажется, на хамство надо все-таки, может быть, как-то и категорично ответить, да, но чтобы этот диалог прекратить, потому что там советуют, игнорируйте или как-то не отвечайте. Не знаю, мне кажется, я все-таки за то, чтобы добро иногда было с кулаками. Пункт «не указывайте персональную информацию», тут тоже как-то телефон ты все равно хочешь, не хочешь, ты должен указать, когда ты регистрируешься, потому что на него приходит код. И совершенно я согласна с моментом, то, что не скачивать и не открывать ссылки, которые приходят от незнакомых людей, это да, потому что можно попасть и на деньги, и попасть на какой-то абсолютно ненужный тебе сайт. Но это мои такие дилетантские наброски для сегодняшнего эфира. А вообще слово я передаю Антонине, и сама буду внимать и слушать, как же сделать свой интернет безопасным. Вообще, завтра отмечается, в этом году так выпало, 9 февраля отмечается Всемирный день безопасного интернета. Он отмечается с 2004 года каждый второй вторник февраля. Поэтому в прошлом году было 11, а в этом 9. Но всем понятно, что мы все больше и больше пользуемся возможностями интернета, и начинают уже дети с более раннего возраста, да, и, конечно, пользователей становится все больше и больше, и в 2020 году, я думаю, что пользователей возможностями интернета стало резко, такое увеличилось количество, да.
Но мы также понимаем, что интернет – это благо, интернет – это полезная тоже, информация. Да, и опасность в том числе. И безопасность детей и подростков в сети интернет, профилактика компьютерной зависимости – это те темы, которые очень актуальны сейчас. И я вот хочу передать слово Дарье Анатольевне, человеку, который непосредственно сталкивается с этим в своей работе, с опасностями, с которыми столкнулись дети и подростки в интернете. Какая статистика? Вот, знаете, Дарья Анатольевна, вот о чем хотела спросить. 2004 год. Тогда уже, да, сказали, что День безопасного интернета. Сейчас 2017 год. Прошло 14 лет. Что изменилось? Стало ли лучше, безопаснее в интернете? Хорошо, понятно. Спасибо за вопрос. Доброе утро, уважаемые родители, уважаемые радиослушатели, телезрители. На самом деле я сегодня хотела бы затронуть очень важные вопросы, что касается наших детей. Ну, среднее, старшее поколение привыкло к тому, что интернет все-таки дает знания, да? А для нас это было вновь. А наши дети, посмотрите, с 2-3 лет любой маленький человечек гораздо лучше управляется с планшетом, с телефоном, может маму, бабушку научить. Что же это в себе таит? Я хотела бы привести, например, в пример. Вы знаете, что дети в основном сидят в сети TikTok сейчас, Instagram чуть меньше. И, казалось бы, забытая для среднего звена сеть ВКонтакте, наши дети там очень активно сидят. И вот я хотела бы привести такой пример. В прошлом году у нас обратилась мама одного мальчика. Он начинал буквально среднее звено, 4-5 класс. И есть один известный блогер российский, да, скажем так. Ну, там ничего плохого в его деятельности нет, однако в сети ВКонтакте ребенку написал, ну, как бы в кавычках, этот блогер. Естественно, что это не был этот блогер-миллионник, как он мог написать простому якутскому мальчишке, скажем так, да. Там была буква прибавлена просто одна, ну, разница в имени, да, и ребенок начал с ним общаться. Но благодаря бдительной маме, которая заметила, что ребенок зашел в ванную комнату, пытается отправить какие-то фотографии, она спросила, что случилось. Ребенок же совсем маленький. И выяснили, что написал совершенно, скажем так, плохой человек, пытался попросить какие-то фотографии. И только благодаря бдительности мамы, да, которая вовремя пресекла, мы занялись вот этим материалом. И хочу сказать, что детям сейчас необходимо разъяснять раньше, что есть понятие информационной безопасности. Смотрите, когда запрещаешь ребенку, это всегда дает обратный эффект. Ну вот ты стукнул кулаком, отобрал все телефоны, запретил все. Так это, наоборот, порождает любопытство. С ребенком надо разговаривать. Вот, например, есть программы-ограничители, так называемые, да? Во всех школах стоит контент-фильтр. Ну, он, естественно, только на школьных компьютерах. В телефонах есть программы, например, как Family Link, да, допустим, заходишь, и ты не просто закрываешь, да, просто так бездумно раз решением, а просто контролируешь, какие сайты посещает твой ребенок. Это совершенно устанавливается спокойно через электронную почту. И сейчас это очень актуально. Потому что, смотрите, многие думают, ну, ребенок сыт, обут, одет, все нормально, домашнее задание выполнил, и все в порядке. А на самом деле у этого маленького человечка, у личности на руках целый мир, откуда может прийти хорошее и плохое. Потом хотела бы несколько слов сказать по Ютубу и привести также пример. Слава богу, пример не нашей республики. Вот наши дети очень активно занимаются блогерством, да, сейчас. Ну, такие активные. Это дает хороший толчок детям в развитии, разговора, да, умение общаться и так далее, какие-то навыки. Но иногда это тоже приводит к совершенно такому плохому эффекту. Итак, что же я хотела бы сказать. Вот, например, 26 декабря вот прошлого года, прошло буквально 2 месяца только, да, в городе Санкт-Петербурге произошел страшный случай. Ребенок попал под поезд, ему отрезало обе ноги, ребенок остался инвалидом. Что же этому предшествовало? Когда наши коллеги начали разбираться, мать ребенка сейчас активно пишет об этом в соцсетях. Оказалось, что мальчик 5-классник, совсем еще, казалось бы, малыш, да?
Ему нравилась девочка. Ну, конечно, естественно, не обращала внимания и так далее. Более старшие мальчишки сказали так: а давай мы снимем экстрим-видео, как ты на ходу запрыгиваешь в товарный поезд или в электричку, и выложим на YouTube. Такие дети жестокие, да? Да. И, что это уже разбираются уже, естественно, правоохранительные органы, Следственный комитет. Мы не вправе это комментировать. Однако, родители, вы должны беседовать с детьми, знать вот эти... Не обязательно это может случиться с каждым, но гораздо лучше, когда человек предупрежден. Информирован. Да, информирован. И просто смотрите, вечерний разговор за вечерним чаем, да, в каких сетях ты сидишь, что там в этом ТикТоке. А покажи, пожалуйста, видео, которые ты снимаешь, что тебе интересно. А Дарья Анатольевна, вот смотрите, мы как родители, мы не можем все время там 24/7 быть рядом с ребенком. Да, конечно. Вот какие, может быть, есть телефоны, куда могут номера телефонов, по которым может ребенок обратиться в случае, если появится такая необходимость, и родителей рядом не будет. Да, и перед тем, как дать телефоны, я тоже хочу привести кратенький пример. Детей обычно бывает такой буллинг в соцсетях. Сейчас мы работаем по таким материалам, когда детей тоже совсем маленьких оскорбляют, нецензурной бранью, выкладывают фотографии и так далее. Я прошу при каждом таком случае обращаться в полицию. Вы можете позвонить по телефонам 02, с сотового телефона это 102, да, и, пожалуйста, запишите мой рабочий телефон 454-185. Повторю еще раз, 454-185. Мы готовы просто проконсультировать родителей, да, помочь каким-то советам, разъяснить. Пожалуйста, обращайтесь. Но это не круглосуточный телефон? Нет, это, конечно, в рабочее время, а 02 у нас круглосуточно. Спасибо. И, конечно, сегодня вся наша жизнь, учеба, занятия в кружках, все перешло в онлайн-пространство. И надо помнить, что перешло туда не только наша жизнь, но и перешли туда и мошенники, перешли туда преступники, наркоторговцы. И поэтому, давая возможность ребенку быть в интернете, нужно понимать, что они там не только играют, да, и развлекаются, но и есть опасности, которые вы можете, взрослые, предупредить. Мы сейчас идем на рекламу, очень короткую, и скоро вернемся. Оставайтесь с нами. В прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня». И в нашей студии моя соведущая Антонина Титова. И наш следующий гость – это начальник управления образования окружной администрации города Якутска Алексей Семенов. Алексей Климентьевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами в этой студии. Тема нашего эфира «Безопасный интернет». Мы говорим о том, как себя каждый может обезопасить на просторах виртуальных, да, и самое главное, как это сделать для своих детей. Вот сейчас предыдущий наш гость Дарья Яковлева, она рассказала о том, что дети, конечно же, подвергаются чаще опасности, и наша такая миссия взрослых и родителей, и учителей, всех, кто с ними имеет какое-то отношение, да, в течение дня, делать какие-то все-таки принимать участие в том, чтобы обращать внимание, где ребенок, когда он смотрит телефон, на каких он сайтах. И я еще, когда слушала Дарью Анатольевну, я подумала, что очень важно, чтобы ребенок доверял взрослому, потому что если он боится рассказать о том, что с ним, да, где-то ему кто-то что-то предложил, или на какие-то сайты он зашел, и там, может быть, даже что-то насторожило, если нет доверия, то он ведь не расскажет ни родителям, ни учителям, ни кому-то из, там, допустим, братьев, сестер старших. Наверное, момент доверия очень важен. Очень не боялся. Важен, да, очень важен. И мы с Дарьей Анатольевной говорили о том, что роль взрослых, да, очень большая. Вот от родителей очень многое зависит для того, чтобы ребенок в интернете он был в безопасности. И сегодня мы, конечно, в преддверии Всемирного дня безопасного интернета говорим на тему безопасного интернета для детей и подростков.
И вот Алексей Клементьевич, 2020 год очень сильно изменил нашу жизнь. Мы перешли на дистанционку, на дистанционке мы работали и учились. И, конечно, мы учились учиться как педагоги, да. И мы в 2020 году все педагоги прошли курсы для того, чтобы потом иметь право преподавать дистанционно. Вот скажите, насколько важно было бы пройти такое обучение, да, ну, по дистанционному родителям и детям, где бы сказали о том, что вот по требованиям санэпид, там, сколько времени ребенок может находиться, какие есть опасности. Вот. И мы говорили о том, что все-таки наша главная задача сейчас – это информирование. Информирование. Вот сегодня мы на радио тоже с этой же целью. Информирование взрослых об опасностях, которые подстерегают нас всех и детей. И они, кстати, являются самыми такой группой риска, да. Вот. И поэтому сегодня Алексея Клементьевича я хочу попросить рассказать о тех мерах, которые предпринимаются в образовательных учреждениях по сохранению психологического здоровья. Кстати, этот год объявлен годом здоровья, и наша тема безопасного интернета, психологического здоровья такое тоже актуальна. Поэтому... Дважды. Да. Дважды. Спасибо за приглашение на прямой эфир. Это для меня очень важно. Вот, в системе образования у нас работает утвержденная система контент-фильтрации, утвержденная, рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации. А родителям, конечно, советуем делать родительский контроль. Вот, у всех сейчас гаджеты, имеется возможность выйти в интернет с любого телефона, смартфона. И, конечно, говорили о доверительных отношениях, это очень важно. И сейчас есть такое понятие, как буллинг, когда идет травля, и, к сожалению, оно имеет место быть. И чтобы ребенок рассказал родителям о проблеме, чтобы догадались взрослые, психологические службы наших школ, конечно, нужно доверительные отношения. А это выстраивается от определенной работы. Дистанционный формат обучения, к сожалению, у нас единой такой платформы по России не было, поэтому в срочном порядке в марте месяце у нас буквально было только 2 недели на подготовку. Мы делали учебно-методические рекомендации для наших педагогов. Обучались, есть очень хорошие опыты, допустим, у 3-й школы, которые мы будем уже распространять уже другим образовательным организациям. С целью сохранения психологического здоровья наших детей у нас систематически проводятся профилактические мероприятия. Это месячники профилактики безнадзорности и правонарушений, месячники психологического здоровья, неделя телефона доверия, декада правовых знаний и правовая помощь детям. Но, несмотря на это, дополнительное какое-то обучение наших родителей и наших детей, конечно, она необходима. И то, что участвуют общественные организации, это очень важно для нас. Угу. Знаете, Алексей Клементьевич, много лет поднимается вопрос о том, чтобы включить в школьную программу вопросы уроки по теме безопасного интернета. Насколько это вообще возможно, скажем, включить дополнительно или создать какой-то предмет новый по безопасности? Есть в этом смысл? Необходимо ли? Что можно сделать? Такой задачи, передача детям академических каких-то знаний, такой задачи не стоит, но понять личность ребенка, помочь каждому пройти успешную социализацию, дать багаж знаний, это важно. И поэтому через неурочную деятельность, через программу помощи детям, через классных руководителей, она, конечно, может реализоваться.
и реализуется? Ну вот мы, детский подростковый центр, в этом году мы проводим ряд мероприятий. И вот часть мероприятий уже какие-то прошли, и я попрошу включить небольшой ролик. В этом году педагоги детско-подросткового центра провели беседы для учащихся 5-11 классов города Якутска. И также провели вот общегородское родительское собрание, на котором приняло участие порядка 360 родителей. И опять же, цель вот этих всех мероприятий, наша цель – это информирование о опасностях, которые есть. И в этом году наши педагоги-психологи, они провели беседу по интернет-зависимости, как избежать, какие признаки бывают, да. И вот хочу сказать также номера телефонов, по которым можно будет обращаться. Телефонная горячая линия. Да, горячая линия и телефон доверия, которые у нас были, 8 800 2000 ровно 122. Либо 8 800 200 02 00. Зрители могут телефоны видеть на своих экранах, а радиослушатели их могут записать. И также зрители видят телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. И радиослушатели их знают наши, поэтому могут звонить к нам в эфир, задавать свои вопросы. Возможно, есть какие-то вопросы вот по тому, как со своим ребенком установить какой-то доверительный контакт, чтобы быть все-таки в курсе, как он проводит время, потому что это очень важно. Я подумала, что вот часто родители ругают детей за вот эту вот интернет-зависимость, но как сейчас без нее, мы все интернет-зависимы. И мне кажется, может быть, наоборот, хвалить ребенка, что ты смотри, какой ты молодец, ты в интернете вот это умеешь, там то-то, то-то, но вот, например, вот есть еще то-то, то-то. Вот здесь ты, например, можешь там поделиться со мной, вот рассказать мне, вот мы с тобой разберемся, что вот еще вот так вот бывает. То есть не только хорошее, да, полезное в интернете, но еще вот такие вот подводные камни. Ну, как-то, не знаю, какой-то вот, чтобы контакт, чтобы ребенок не боялся, что его отругают, если он зайдет на какой-то взрослый сайт. Ну, может быть, можно как-то вот таким образом его расположить к себе. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, Павлова Мария Семеновна, бабушка. Да, Мария Семеновна, слушаем вас. Так, у меня такой вопрос. Как контролирует это начальник управления образования? Как контролируется и ведется ли контроль вообще, сколько школьник сидит за компьютером, учась дистанционно и выполняет домашние задания? Например, мои внуки по 5-6, даже больше часов сидят за компьютером, учась. И второй вопрос. Когда начнется очное обучение в городе Якутске? Мария Семеновна, спасибо за вопрос. Вопросы шикарные, потому что у меня тоже есть знакомые, у которых есть дети, и они переживают, что дети сейчас вынуждены очень долго проводить за компьютером. Но на самом деле, я как, скажем, бабушка, у которой внук первоклассник, я точно знаю, сколько минут у него идет урок, и сколько вообще должен ребенок. Есть же определенные регламенты, да? Нет, есть инструктивное методическое письмо, которое доведено до всех образовательных учреждений. И вот классные руководители, они смотрят вот, и знают, сколько часов, сколько минут должен работать вот, педагог. В очном режиме, потом в дистанционном режиме, и сколько минут должно быть у нас перемены. Это все прописано, и руководители знают. Переход на очное обучение. Сейчас идет вакцинация коллективов. Вот уже с декабря месяца у нас идут по системе образования нулевые показатели. То есть многие дни у нас 0 болеющих, но бывают дни, когда 1, 2, 3 заболевших ковидом. И по истечении вакцинации у нас на первый квартал запланировано 2300 вакцин. Должны получить педагоги. И мы делаем планы на второй квартал, так как люди болели, у нас вакцинация продлится по май месяц.
май, до конца учебного года. Потом, возможно, да, будет и уже... сейчас уже готовятся документы, чтобы перейти уже на очное обучение. И мы сейчас планируем летнюю оздоровительную кампанию, работу наших лагерей, дневных площадок. Здорово. Ну и Марии Семеновне спасибо за вопрос. Я хочу просто добавить, наверное, о том, что по продолжительности уроков, да, они разные для разных возрастных категорий ступеней учащихся. Да. Вот. Но по поводу, сколько ребенок сидит с домашним заданием, это, наверное, уже вопрос к родителям, к взрослым, которые рядом находятся с ребенком. У нас остается 15 секунд до рекламы, но мы не прощаемся. У нас есть еще третий блок и третий гость, поэтому оставайтесь с нами, скоро вернемся. Спасибо. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Доброе утро еще раз всем тем, кто к нам присоединился. В нашей студии еще одна гостья. С нами Лена Павловна Ефремова, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Лена Павловна, доброе утро. Доброе утро. Ничего не напутала, все правильно назвала? Все правильно. Спасибо. Мы говорим сегодня о безопасном интернете в преддверии Всемирного дня безопасного интернета. И эфир сегодня в руках у моей соведущей Антонины Степановны Титовой-Терютиной. И я вам передаю слово и давайте дальше говорить о том, как уберечь себя от опасностей, которые поджидают нас в интернете. Я вот еще вспомнила, что я прочитала, что такими опасностями могут быть шантаж. Это тоже вот среди подростков, да, среди детей можно запугать, и дети боятся об этом сказать. Конечно, нужно сразу же звонить в милицию. И нам оставила предыдущая гостья, которая была с нами в первом блоке, Мария телефон Анатольевна. 45 41 85. Это телефон отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД России Якутская. Поэтому родители, если что, могут звонить, и сами дети могут звонить 45 41 85. И также телефонные горячие линии, мы их напомним в конце программы, по ним можно звонить все 24 часа, по предыдущему телефону с 9 до 6. И, конечно же, зрители и слушатели, звоните по телефонам прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66, по которым вы можете задать свой вопрос и рассказать, возможно, о какой-то ситуации, которая произошла с вами или в вашей семье. Вот, Антонина, вам слово. Во втором блоке мы говорили о тех мероприятиях, которые проводит детский подростковый центр в рамках декады, посвященной Всемирному дню безопасного интернета. А также у нас идет конкурс социальных роликов. Вот опять же, продолжая тему информирования, мы объявили конкурс социальных роликов по теме безопасного интернета. И хочу обратиться к ребятам. Ребята, участвуйте в конкурсе. И, возможно, именно ваш ролик убережет кого-то от опасностей, которые подстерегают детей и подростков в интернете. Ну и завтра у нас будет круглый стол, на котором примут участие депутаты к обсуждению и общественники, родительская общественность. И на странице детско-подросткового центра вы можете посмотреть информацию об этом круглом столе. Называется он «Медиабезопасность через медиаобразование». И еще, извините, на вашей странице можно посмотреть о правилах участия в конкурсе, да. если захотят поучаствовать. Все правильно. Положение конкурса тоже там есть. И сегодня, Лена Павловна, сегодня вот от лица общественности, общественников, да, вот скажите, какие меры предпринимаются, может быть, Общественной палатой республики? Я знаю, что вы еще являетесь членом Общественной палаты Российской Федерации, да, на уровне России, республики. Какие меры для того, чтобы интернет был для детей и подростков безопасным, какие меры предпринимаются? И я знаю, что в 2019 и 2020 году вы были одним из организаторов проведения форумов
гражданских, на котором этот вопрос как раз и обсуждался. Вот какие были тогда приняты резолюции, и что исполнено, не исполнено, что еще предстоит сделать. Так, я хочу сказать, что, Антонина Степановна, действительно, вы в 2019 году общественная организация Лига женщин города Якутска выступила с инициативой проведения форума, посвященного десятилетию детства. В 2020 году этот форум более в расширенном формате мы уже провели, не только на региональном уровне, мы вышли уже и на уровень нашего Дальневосточного федерального округа. И этот форум также был посвящен десятилетию детства, где в центре внимания находятся наши дети. И, соответственно, мы понимаем, что самое главное, все, что бы мы ни в этой жизни не делали, мы все это посвящаем нашим детям, так как дети — это наше будущее. Да? От того, как взрослые в современном мире на сегодняшний день будут взаимодействовать или создавать те условия для того, чтобы наши дети полноценно развивались и были социально адаптированы. Но мы понимаем, что мир меняется, что сейчас цифровая среда — это как бы основной такой вид деятельности, в которой пребывают наши дети, и в плане обучения, и в плане вообще пребывания в организации досуговой деятельности и так далее. И говоря о плане мероприятий десятилетия детства Российской Федерации до 2024 года, их всего основных 12 направлений, один из которых посвящен именно безопасному детству. И безопасное детство — это одно из направлений, это информационная безопасность, которая включает непосредственно пребывание нашего ребенка для того, чтобы это не влияло на его пагубное развитие, а наоборот шло в пользу его развитию этого ребенка. И в 2019 году, в 2020 году прошли круглые столы, прошли обсуждения, на которых те люди, которые непосредственно заняты этой темой, выработали определенные рекомендации. Одной из самых важных и главных, наверное, тем и рекомендаций, и предложений это была выработка концепции информационной безопасности в нашей республике Саха-Якутия. На сегодняшний день, как таковой концепции, она пока еще в разработанном виде, мы ее и не видели, поэтому мы считаем, что сейчас ту тему, которую поднимает непосредственно и управление образованием, детский подростковый центр, как нельзя очень актуальна. И мы надеемся, что вот проводимые круглые столы, те мероприятия, которые вы запланировали в эти дни, они станут, так скажем, в основе в нашей регионе для того, чтобы эту тему развить в более широком формате. Кроме того, я хочу сказать, что Общественная палата Российской Федерации эту тему тоже ставит во главе угла. Вот буквально за последнее время прошли 2 основных мероприятия, где обсуждались вопросы информационной безопасности наших детей. В свете тех последних событий, которые произошли, к сожалению, это участие детей в несанкционированных акциях. Так как в основном призыв к участию, он шел именно из социальных сетей. Поэтому, конечно, и вот Общественная палата на сегодняшний день выступила с предложением проведения общественного мониторинга социальной сети, дружественной детям, да, как предложение. Аппарат уполномоченного по правам ребенка озвучивает тоже о реализации проекта, который называется тоже «Цифровая среда», «Цифровая гигиена». То есть таких понятий у нас раньше вообще не существовало. Да? Мы говорили только о личной гигиене, санитарно-гигиенических каких-то. А теперь уже пришло время говорить, наверное, о других совершенно таких понятиях, как цифровая гигиена. И кроме того, например, о развитии развитии такого проекта, как Детская академия права. Это вот при аппарате уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации такие проекты. И, конечно, очень много. В первую очередь обеспокоено родительское сообщество. Потому что родители, они видят, насколько дети... Вообще сейчас это востребованная и тема, и проблема. Есть и проблемные вопросы. Я хочу просто добавить, что... Наверное, о том, что интернет не только благо, но и таит в себе опасности, знают все. Вот 99,9 точно знают. Но в то же время, если этих же взрослых спросить о том, а что вы делаете для того, чтобы уберечь своего ребенка, от опасностей в интернете, наверное, мало кто ответит,
мало кто знает вообще. Себе зададим этот вопрос. Вот что вот мы делаем, чтобы уберечь вот детей, которые рядом с нами. Но я, честно говоря, у меня нет своих детей, но я и как-то так, наверное, безучастна больше. Я, честно говоря, наверное, ничего не делаю, ну, кроме сегодняшнего эфира, что вот на какую-то аудиторию, да, рассказать, а так вот как-то, как будто бы я, наоборот, даже не особо вмешиваюсь. Но безопасность, она не только детская, но и взрослая, потому что самые уязвимые группы, да, такая группа риска – это дети и старшее поколение. Пенсионеры, вот наши старшее поколение, которые... Ну, вот маму тоже я не знаю, как, например, уберечь. Я там расскажу то, что я знаю, но я постоянно контролировать тоже не могу. Ну, это же вот и получается, что на сегодняшний день общество формирует запрос. Это понятно, что сейчас мы этой темой должны вплотную заниматься. И вовлекать не только, понятно, дети, подростки, они намного быстрее развиваются. У них действительно сейчас такой возраст, когда это благодатная почва для того, чтобы заложить какие-то основы и так далее. Но здесь вот вы правильно заметили, что родители-то, они во многом немного отстают от своих детей в этом отношении. Ну, в плане, например, цифровых каких-то технологий, да. Не все родители такие продвинутые. Например, старшее поколение – это бабушки, наши дедушки и так далее. Поэтому вот на эту сторону тоже необходимо обращать внимание. Да. И не только запретительные меры должны, вот, допустим, применяться, потому что одними запретами мы ничего не решим. Речь идет о создании какого-то положительного контента, например, для тех же подростков. Да, вот, наверное, сегодня об этом речь шла, и Алексей Клеметьевич, наверное, об этом говорил. И, кроме того, такие же контенты могут создаваться и для людей более старшего поколения. Да? Создавать, наверное, такие проекты, когда молодежь, те же подростки, через цифровую среду взаимодействовали со старшим поколением. Мы же, вот мы с вами выросли, это вот, например, как еще через пионеры и комсомол как-то прошли немного, застали такое время, да, мы помогали, как сейчас модно говорить, офлайн нашим ветеранам, пожилым людям. А сейчас это волонтерская, добровольческая деятельность. Но я думаю, что пришло время уже немножко перестраивать свою работу уже вот на такую цифровую среду. А я еще хочу просто... То есть волонтерство, например, в цифровой среде может быть. Положить, правило такое в заключение, да, для всех нас. Помните о том, что информация, которую вы хоть однажды выложили в интернете и удалили, не думайте, что она исчезла. Она осталась там навсегда. Поэтому думайте о том, что вы размещаете. Не компрометируйте себя. Да, и антивирус обязательно. Я вчера еще читала. Антивирус обязательно на телефоны и на ноутбуке. Спасибо. Спасибо большое гостям, и слушателям, и зрителям. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.